Дорогие участники конференции, хочу вас поприветствовать с берегов Иссык-Куля. Вы слышите шум моря, вы видите волны. Это наше чудо моря, откуда все многие участники вашей конференции. Я хочу тоже вам показать эту картину, которую написала молодая художница в Киргизстане. Вы услышали запах хлеба? Это наша родная лепешка, которую едят каждый день все простые люди и начальники тоже. Это хлеб, который спекают наши мастера. Дорогие участники конференции, тема конференции чрезвычайно важная для моей страны. Порядка миллиона у нас сегодня находится на заработках за рубежами Кыргызстана. И почти 60% из них сегодня составляют женщины. Женщины – это огромный трудовой ресурс нашей республики. Я помню, когда я впервые приехала в 1987 году в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, гостиница, в которой мы жили, была полна полячек. Они убирали ее, они ее держали. И потом позже намного, наверное, буквально 4-5 лет назад, я ездила в Корею по приглашению корейского правительства и услышала, что Корея, у которой сегодня ВВП составляет где-нибудь 45 тысяч на душу населения, она обязательно прошла вот этот этап миграции рабочей силы. Женщины работали в 50-х годах в Европе, они делали там парики. Собственно, удивительная история, на котором был сколочен один из первоначальных капиталов этой страны. Мужчины на угольных копьях. И хочу этим сказать, что мы все страны развивающиеся проходим через этот этап. С Россией мы давние, всегдашние друзья и братья. Это страна, язык которой сегодня помогает нам найти работу в России во всех ее уголках. Если вы сегодня спросите на селе матерей, родителей, что нужно в первую очередь детям, они вам скажут: нам нужно знание русского языка. И отвечая на этот запрос, российское правительство послало в этом году десятки учителей в Кыргызстан, которые приехали преподавать русский язык. Наш проект, который мы делаем по линии Организации Объединенных Наций, он в первую очередь поднимает роль и престиж женщин-мигрантов. Недооценивают явно труд мигрантов-женщин. Считается, что добытчики хлеба всегда мужчины. Но давайте помнить, что женщины до копейки практически отсылают домой, назад все заработанное. Женщины трудятся на совесть. Женщины находят работу везде, где не могут найти работу мужчины. И в нашей стране вот уже десятки лет, последние 20 лет точно, формируется, становится на ноги миграционная политика. Повышение внимания ко всем, кто уехал за рубеж зарабатывать свою трудовую деньгу. Наши женщины, особенно из сел, уезжают туда, подвергая риску свои семьи. Семьи распадаются, в семьях дети остаются без внимания. В рамках этого проекта мы провели недавно конкурс сочинений для детей. Как они видят свое будущее, каково сегодняшнее, настоящее. И можно расплакаться, когда слышишь, что дети говорят: не нужно нам дорогих платьев, не нужно нам никаких излишеств, нам нужно, чтобы мамы были с нами рядом. Хотела бы обратиться ко всем властям в Екатеринбурге. Нам дорого ваше внимание
к женщинам-мигранткам из Кыргызстана, из всей Центральной Азии. Они действительно лишают и себя, лишают и своих детей, своих родных, очень многих человеческих привилегий, которыми живут все люди на свете. Но сегодня они работают у вас, они делают полезный труд, я уверена в этом. И мы в рамках этого проекта учим тому, чтобы они лучше знали о себе, они овладевали навыками бизнеса, чтобы они могли сегодня идти в ногу с IT-технологиями, чтобы они понимали, какова роль женщины в целом. И у нас в Кыргызстане, безусловно, растет роль женщин. Женщины активные в моей стране. И посему именно женщины составляют сегодня основу, платформу всех миграционных потоков из Кыргызстана. Наверное, такого нет из других стран. Женщины свободны в чем-то, но и в то же время они вынуждены ехать, потому что нет работы дома, потому что нечем накормить, одеть своих детей, потому что их вынуждают ехать, особенно во времена ковида. Физическое насилие над женщинами по всему земному шару возросло до таких ужасающих размеров, и не только в развивающихся, но и в развитых странах. Дорогие участники конференции, очень много интересных вопросов вы будете обсуждать в ее рамках. Сегодня здесь присутствуют многие представители женской части Кыргызстана. Это очень активные, такие инициативные женщины. Мы сделали мосты между женщинами в Екатеринбурге и теми, кто нашими учеными, нашими аспирантами, докторантами, кто работает за рубежом. Очень интересным вещам учатся наши женщины. И эти женщины, которые сегодня работают у вас, они у себя дома создают новые рабочие места, открывают бизнесы, или они делают полезную работу для своих сообществ. Я думаю, что мы обязательно выберемся из всего этого сегодняшнего состояния. Мы будем успешной страной, мы будем крепкой страной. У нас сегодня такой этап, который мы проходим. Его, к сожалению, нам было не обойти. У нас нет таких богатых ресурсов, как в других странах. Но, дорогие мои соотечественницы, я верю в вас. Я знаю, что вы достойно представляете там Кыргызстан. Я знаю, что вы стараетесь сделать максимум для того, чтобы Кыргызстан расцветал, и чтобы будущее, которое мы хотим создать, оно строилось сегодня. Спасибо властям Свердловской области за то, что вы делаете все возможное, чтобы жилось там им комфортно, чтобы были справедливые условия труда, и чтобы это создавало будущее прочные связи между нашими регионами и странами. Всего вам доброго!